Смотрите в этом выпуске проекта «Своих не бросаем». А как давно вы находитесь в зоне специальной военной операции? Я поступил в батальон с первых дней, со дня формирования. Хирургические знания, умения, они очень мне пригодились. Это очень помогло спасти многих бойцов. С какими вообще ранениями чаще всего приходится сталкиваться и какие из них наиболее опасны? Львиная доля ранений – это, конечно же, осколочные. Наши позиции были обнаружены случайно, потому что они искали другую цель. Раненого бойца уже с передка подвозят в вашу точку, да, и вы оказываете помощь, правильно? Так точно. Сложно было привыкать к работе в таких условиях, ведь о стерильности там говорить не приходится. Привыкли довольно быстро, как говорится, жизнь заставит. Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня – командир медицинского взвода батальона имени Александра Достовалова Арслан Фанилевич Мурзагулов. Приветствуем вас. Здравствуйте. Арслан Фанилевич, вы в краткосрочном отпуске вернулись сюда, в родной дом, в родную республику. Как ощущения ваши? Ощущения хорошие, замечательные. Вернулся на родину, родной край. Встречаются очень хорошо везде, в том числе на работе и в деревне родной, где работаю и живу. Как давно вы находитесь в зоне специальной военной операции? Я поступил в батальон с первых дней, со дня формирования. Сначала мы приехали в Алкино, там какое-то время провели, несколько дней. Потом поехали уже дальше на боевое слаживание. Это было в Новгородской области. Там мы провели около 2 месяцев. И уже в начале сентября мы зашли именно за ленточку. Арслан Фанилевич, вы в профессии уже 17 лет, и до того, как подписать контракт, вы сказали, что вы работали в районе. Это Иглинская ЦРБ в селе Хлебинино, и вы являлись врачом общей практики. В зоне СВО помогла такая универсальность? 17 лет я работаю именно во Хлебинино, а врачебный стаж у меня уже 20 лет. И до этого я работал и хирургом, и травматологом, то есть те именно навыки, которые именно нужны на передке. То есть хирургические знания, умения, они очень, так сказать, мне пригодились. Действительно, это очень помогло и помогло спасти многих бойцов. У нас есть видео, как вы делаете перевязку раненому бойцу. Давайте посмотрим. Че, как у тебя самочувствие? Болит. Че болит? Ляжешь? Давай на носилку. Подожди, сейчас откроем, посмотрим. Сознание терял? Да, выключил. Терял? Не тошнит? Тошнит? Нормально, сейчас перевяжем. Еще где есть, кроме головы? Опа. Ой, терпи. А ну, подожди, брат, терпи. Арслан Фанилевич, как вот этот боец до вас добрался, и вот вы оказали ему первую помощь, что было дальше? Не совсем первую, то есть самая первая помощь оказалась именно момент ранения товарищем егошним. И на данном видео, которое мы увидели, это точка эвакуации, так называемая, куда нам подвезли его. То есть моя задача осмотреть его, поставить примерный диагноз, то есть называется первичная сортировка медицинская. То есть на этом этапе мы уже можем определить, куда его везти, какой объем помощи оказать и так далее. То есть в данном видео я, конечно, попал, но в основном на передок выезжают мои бойцы. А моя задача направить, подсказать, так сказать, организовать помощь. И если есть необходимость мне принять участие в этом, то я тоже принимаю участие. Арслан Фанилевич, за 1,5 года обрели настоящих, так сказать, боевых товарищей? И как складывается у вас работа с ними? Да, конечно, товарищи появляются. Не сразу, конечно. То есть человека мы друг друга узнаем постепенно. Где-то подружились, где-то приятельские отношения. Естественно, у нас сложилась определенная команда в моем взводе. У нас команда дружная. Мы работаем в случае экстренной ситуации. Каждый знает, что делать. Работаем быстро, оперативно, выполняем свои задачи. Когда есть надежная команда, ничего не страшно, так ведь? Все верно, так точно. Лиана, ты заметила, что у нашего гостя есть государственная награда, медаль за отвагу?
Есть медали от Министерства обороны, это медаль за боевые отличия. И третья как? Воинская доблесть второй степени. Воинская доблесть второй степени. Настоящий герой перед нами. Ну, как и все те люди, которые сейчас защищают нас, защищают Родину. Да, все верно. Вот сейчас хочу поблагодарить вас, потому что вот именно медицинские работники, то есть от санитарки, медбрата и врача, проводники между жизнью и смертью. И большое вам за это спасибо, вы делаете большой подвиг. Арслан Фанилевич, скажите, пожалуйста, а как вот происходит вот эта вот информация, чтобы забрать раненого? То есть вам по радиостанции докладывают, и вы выезжаете на место, или же как-то иначе? Ну, как правило, да, это по радиостанции поступает информация, что там 300-й, сколько человек, в каком состоянии, тяжелый, не тяжелый. То есть, и мы уже оттуда начинаем думать, планировать, как провести эвакуацию. То есть, насколько это срочность, какая в этом. Есть ли смысл подождать, допустим, темное время суток или выезжать немедленно. Вот эти вопросы решаются именно на этом этапе. И дальше мы уже действуем непосредственно. То есть выезжаем в назначенную заранее точку. То есть у нас несколько точек уже распланировано по карте. Мы уже знаем, куда ехать. Ну, как каким-то условным сигналом кодированным нам сообщают, что ехать надо именно на эту точку. И, соответственно, мы туда выезжаем. Там нас встречают уже. Вот, и... Раненого бойца уже с передка подвозят в вашу точку, да, и вы оказываете помощь, правильно? Так точно. Мы забираем именно с этой точки. У нас есть еще одно видео, где слышны переговоры по рации, и там вам сообщают о раненом. Давайте посмотрим это видео. Нормально, обыкновенную повязочку накладываем, давящую, как понял? Чтобы заражение не пошло. Бандаж сделали, руку, чтобы поддерживать. Хорошо, все понял, отлично. А так, самочувствие как у него? Медол кололи, скоро действовать начнет. Лихой, смотри по самочувствию, как ты смотришь на него. Он до вечерней эвакуации дотянет или сейчас вызывать уже? Дотянет, но желательно лучше сейчас. По обстановке сейчас посмотрим. Понятно, тут все в небо, в птичках. Обстановку посмотрим, если что, на связи будем. В этом видео говорят про вечернюю эвакуацию. Расскажите, пожалуйста, что это значит? Вечерняя эвакуация – это на то есть свои причины. Вот в данном случае вот именно мы как раз интересуемся, сможет ли он дотянуть до вечера. В том плане, что сумеречное время – это считается наиболее безопасным. Почему? Потому что в дневное время, как правило, небо заполнено птичками, так называемыми, да, это квадрокоптеры. Поэтому мы стараемся в это время эвакуировать. Но, естественно, мы сначала интересуемся у тех, кто оказывал помощь непосредственно на передке, что этот человек может подождать или не может подождать. В данном случае у нас переговоры идут по рации именно с человеком, который оказался с ним в этот момент и оказал ему помощь. Этот человек, который находится рядом, он далеко не всегда медик, но у него есть необходимые навыки. То есть, кстати, мы тоже занимаемся обучением их. Ну, тактическую медицину, наверное, все Тактическая проходят, прежде чем медицина, отправиться то есть в зону мы СВО. учим основам медицины, как наложить жгут, как повязочку наложить и так далее. Установление точек эвакуации – это одно из направлений вашей работы. Расскажите, пожалуйста, что это предполагает и как выбирается место для точки эвакуации? Так точно, это одна из моих задач, в частности, как командира, определить. То есть мне мой командир спускает задачу установить точку эти, примерно дает, на карте показывает, примерно здесь, примерно здесь, примерно здесь. Точку выбирает с учетом того, где стоят наши подразделения, то есть с учетом того, как максимально быстро к ней подъехать, максимально безопасно к ней подъехать. Где-то не всегда машина может проехать, то есть мы оставляем машину, допустим, пешком, провожаем вот там в продолжении, ну, в этот же день, вот, кстати, вот насчет этого самого раненого так и было. То есть пешком за ним пошли, вот мой заместитель, фельдшер, Айболит позывной. Он за ним ходил, привел его до машины, посадили в машину и уже эвакуировали. Даже бывает так. Но раненый смог идти сам, получается? Да, он мог идти, там ранение было легкое. С какими вообще ранениями чаще всего приходится сталкиваться и какие из них наиболее опасны? Львиная доля ранений – это, конечно же, осколочные, взрывные ранения. Вот, пулевых практически, ну, на моей практике практически не было. Вот. Тяжесть зависит от боеприпаса, типа боеприпаса, то есть от калибра, если это ствольная артиллерия, от калибра мины. И сейчас очень
новый вид, скажем так, травмы – это когда работают квадрокоптеры, птички, то есть они несут на себе заряд. Некоторые так называемые дроны камикадзе, которые летят, находят цель, прилетают и взрывают. Сами взрываются. А есть квадрокоптеры со сбросом. То есть они несут на себе заряд какой-то, зависают на точку и сбрасывают точечно. То есть от боеприпаса зависит характер ранений. И опять же, куда попал этот снаряд. Там взрывная волна учитывается, там очень много факторов. От снарядов, соответственно, раны глубокие. До СВО приходилось сталкиваться с чем-то похожим? Именно вот таких не было, похожие были. То есть это, по сути, инородное тело, осколок в загретом состоянии. То есть на гражданке у меня таких не было, да, но я, как говорится, очень быстро учусь и вижу все это своими глазами. В учебниках этого не было написано, но на своем собственном опыте я уже понял, что есть что к чему и как нужно оказывать какую помощь. Арслан Фанилевич, а как вообще бойцы переносят боль, как переносят ранения? Это же что-то запредельное. То, с чем мы в мирной жизни-то не сталкиваемся. Да, действительно, но я хочу сказать, что раны, они не всегда тяжелые и не всегда очень болезненные. Ребята у нас стойко переносят боль, не паникуют, не истерят. Если получили ранение, если им тяжело, им действительно больно, у них это просто читается на лице. Естественно, необходимый объем обезболивания мы им обеспечиваем. То есть это либо таблетка, либо укол. Вот, то есть всегда мы очень индивидуально подходим к каждому бойцу. Вот на своем примере могу сказать, что когда мне, так сказать, прилетело ранение в руку, меня вкололи промедол только через 1,5 часа. А так шок 40 секунд, потом боль, и все, и привык. Через 1,5 часа мне, когда привезли в полевой госпиталь в Сватово, только там мне вкололи промедол. А своего не было? Он у меня разорвался, у меня вот здесь было, получается, вот где шеврон у нас висит, вот здесь в кармашке, и его разорвало тоже вместе, к сожалению. Арслан Фанилевич, порой вы перевязки делаете даже в блиндажах. И у нас есть видео из вашего личного архива. Давайте посмотрим. Нормально. Сейчас, братан, подожди. Поначалу было больно. Ну, конечно, это же, считай, он же еще горячий, залетает. Арслан Фанилевич, а сложно было привыкать к работе в таких условиях? Ведь о стерильности там говорить не приходится. Привыкли довольно быстро. Как говорится, жизнь заставит. Вот, когда есть возможность, конечно, мы стараемся соблюдать стерильность, но далеко не всегда есть для этого возможность, к сожалению. Но мы все делаем для профилактики заражения, то есть обрабатываем правильно. Вот, и направляем как можно быстрее, скорее именно в те условия, где мы можем оказать полный объем помощи. То есть это медицинский пункт, это госпиталь там, и так далее. Арслан Фанилевич, а вот вам не как медику, а как бойцу приходилось воевать на передке? У нас была ситуация, когда нам приходилось обороняться от квадрокоптера, который залетел в тыл, и наши позиции были обнаружены случайно, потому что они искали другую цель, и так получилось, что попали мы. Вот, и нам приходилось стрелковым оружием отбиваться вот именно от квадрокоптеров. Один был удачно сбит одним из моих бойцов. Поэтому тем самым мы предотвратили повреждение нашей техники. Тем самым мы спасли технику. Вот такие эпизоды 2 раза были. Все пошло хорошо, слава богу. Арслан Фанилевич, а что вы можете сказать? Спецоперация вас что-то изменила? Так или иначе всех она меняет. Я не думаю, что есть люди, которых никак не изменила война. То есть все равно что-то меняется. Какие-то переоценки жизненные происходят в голове. Что-то понимаешь, что-то начинаешь ценить больше, чем ты раньше ценил. Вот. Определенно, конечно, изменения есть. Мы желаем вам удачи, потому что ваш отпуск завершается, и буквально со дня на день вы опять отправляетесь в зону СВО. Поэтому пусть удача всегда будет рядом с вами. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем». О том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.